Всем привет, меня зовут Гульнас, и я из Москвы. Всем добрый день, меня зовут Мадина, и я из Казани. Меня зовут Зарина, я тоже из Казани. Ойгель, я с Москвы. Меня зовут Алина Харисова. На конкурсе я представляла город Сочи. Вы первый раз здесь? Да. Да, мы первый раз. Все благодаря конкурсу Татар КЗ. То есть мы познакомились на конкурсе и продолжаем взаимодействие после. Взаимодействовать это как? Мы с девочками планируем мероприятия. Вот мы говорили и в рамках учебы тоже, и в рамках нашей национальной культуры. Поэтому такое взаимодействие. А как вы рассматриваете взаимодействие со штабом татар? Вообще, поскольку мы все это время жили в Республике Татарстан, и там атмосфера татарскости, она всегда была вокруг нас, когда приезжаешь в Москву, наверное, тоже хочется этот островок национальной культуры в этом городе. Поскольку мы в первый раз, наверное, мы еще будем рассматривать какие-то возможности прийти сюда и посетить какие-то интересные мероприятия. Но сюда приходить очень просто. Просто взять, приехать и оказаться здесь. Спасибо большое. Да. Какие вы планируете мероприятия вроде вашего конкурса еще, раз вы взаимодействуете на эту тему? Мы планируем сделать региональный кастинг в Москве и по Московской области, так что мы зовем всех девочек участвовать в региональном этапе конкурса Татар КЗ среди москвичек и девочек, которые живут в Московской области, для того, чтобы мы можем дать вам возможность пройти полуфинал, который будет проходить в следующем году в Казани. Как зовут? Максим. Татарин? 25%. Это как? У меня папа наполовину татарин. Папа наполовину. Как здесь оказался? Знакомые. Как раз вот меня в это сообщество позвали, интересно узнать культуру. Первый раз? Да. Ну и как? Прекрасно, мне нравится. Очень много новых людей узнал. Знаешь, что такое штаб? Штаб? Это семья. Семья. Хорошо. Готов на такую семью? Всегда готов, конечно. Как тебя зовут? Эльмира. Эльмира. Ты первый раз? Нет, я уже третий раз. Третий раз. Расскажи мне, какой был твой первый раз? Ой, первый раз, скажу честно, был немножко волнительный, но придя сюда, я сразу же познакомилась с ребятами, даже нашла себе подругу, поэтому волнение сразу же ушло, и я влилась в коллектив, так сказать. В общем, ты здесь находишь себе друзей. Да. Ты знаешь, что штаб татар – это большая семья? Да, знаю, я это максимально тоже чувствую. И... Готова стать членом семьи полноценным? Да, готова. Ты знаешь, девочки нам рассказали про конкурс «Татар КЗ». Ты будешь там принимать участие? Я, честно говоря, о нем не слышала. Я тебе покажу девочек, обязательно к ним подойди, они организовывают следующий тур. Саид, ты который раз здесь? Раз пятый, наверное. Ого, так ты, можно сказать, ветеран, даже пенсионер. Типа того, да. Что нравится? То, что есть возможность организовывать такие мероприятия, делиться чем-то новым, узнавать что-то новое, заводить новые знакомства и так далее. Подруга есть? Да, конечно. Татарка? Конечно. Здесь нашел? Нет. А где она? Привел ее сюда? Да. То есть ты с ней пришел? Нет, я пришел с ребятами, она тоже пришла. Как зовут? Ильдар. Ильдар, ты первый раз? Да, меня сестра сюда притащила, я даже не по своей воле, получается. Наручников? Нет, почти. Меня заставили сходить. А вон она, снимайте, вон. Все было добровольно. Добровольно он приобщается к татарской культуре, потому что он татарин. Я надеюсь, что он будет не только сюда ходить, но еще и в Ильдан, ансамбль татарского танца города Москвы. Тогда я буду считать, что все прошло успешно. Ты там танцуешь, что ли? Да. Серьезно? Да, хожу каждую среду и пятницу в татарский культурный центр, танцую. Какие у нас милые девочки. Ты сама-то сюда как попала? Сюда я попала лет 5 назад. Татарский штаб организовывал новогодний вечер для студентов. В нашем ансамбле парень, который ходил в штаб татар, скинул информацию. Я пришла, все между собой были знакомы, я была очень удивлена. Все говорили про какой-то штаб татар. Я сказала, что это за секта, что это за организация? Секта. А потом, через год, когда была на втором курсе, уже пришла сюда. И стала сектантом. И стала частым посетителем штаба татар. Что тебе здесь больше всего нравится?
Мне здесь очень нравится атмосфера, то, что очень много знакомств, общения. Нас всех объединяет то, что мы татары, очень интересная комьюнити, потому что татары разных специальностей, разных университетов. Есть математики, инженеры, есть музыканты, преподаватели, врачи. То есть в будущем это будут очень выгодные связи, потому что у нас здесь есть и стоматолог, и учитель, и вот я воспитатель. Стоматолога покажешь потом, ладно? Хорошо. Мин, Ульяновский Дан, пацан. Очень креативно. Как зовут тебя? My name is Наиль. Я вот 5 лет в Москве, у меня нет окружения, кроме вот татарско-мусульманских кругов. Вот мое окружение это либо вот где-то там в мечети, волонтерство, либо вот штаб татар. Другого нет. Это похвально, молодец. Ты себе здесь девушку нашел? Нет. Почему? Тут столько девчонок классных. Как сказал мудрый американец, мужчина, чтобы жениться, он должен быть мудрым, а мужчина не может быть мудрым в 23 года. Поэтому надо дорасти. И потом? Так ты не только креативно, но еще и за мудростью спешишь. Да, за мудростью. Как ты сюда попал? Кто тебя пригласил? Друг из Пензы, татарин. Он сказал о существовании этой группы, и вот попал. Нравится здесь? Да, прикольно. Друзей завел уже? Да. Расскажи, пожалуйста, а кого ты знаешь известных великих татар? Улла Тухай, Туфан Милнулин, Рустам Минниханов. Кем гордишься? Башкирт, наверное. Близкий человек, так скажем. Гемран Абдуллин. Олимпиадник по информатике. Очень сильный. Мирового уровня. Как зовут тебя? Камила. Первый раз здесь? Нет, второй. Что тебе здесь нравится? Атмосфера. Что именно? Мероприятие, музыка. Ты хорошо знаешь татарский? Не особо. Собираешься учить? Да. Молодец. Скажи, пожалуйста, кого ты знаешь великих и самых известных татар? Писателя Муса Джалиль. Но если говорить про там, наших даже тех же самых политических деятелей, то, конечно же, первое на ум, кто приходит, это Рустам Минниханов, самый известный наш татарский человек. Каких татар ты знаешь великих? Ну вот нам только что перечисляли, что даже сейчас у нас есть в Госдуме очень много татар. И в строительном бизнесе, которых как бы можно, а как бы и не надо перечислять. Но назвать можешь? Ну, которых можно называть. Ну вот я для этого и прихожу сюда, чтобы узнать таких личностей. Сам нет. Ты вообще чем увлекаешься? Хобби у тебя там какие? Спортсмен. И каких ты знаешь известных спортсменов татар? Эмиль Гарипов из Акбарса, вратарь. Вот. Меня он очень сильно интересовал раньше, потому что я очень сильно увлекался именно позицией вратаря в свое время. А почему дальше не пошел по хоккею? Учеба. Занялся учебой. Раз ты такой креативный, расскажи-ка, каких ты креативных людей татарских знаешь? Креативных татарских людей. Эльмир Низамов, председатель кафедры композиции в Казанской консерватории. Хижина музыканта, вот этот вот чувачок, Раиль Арслан, Арслан, не знаю, как его зовут. Мне кажется, самый классный татарин, на которого я хочу равняться, это заместитель председателя правительства РФ, как его зовут, у него 160 тысяч в телеграм-канале. Самый высокопоставленный татарин России, на Аурусе катается, я вот хочу как он. Чтобы у меня аурус и еще 2 ауруса сопровождений на 3 аурусах. Ты молодец, у тебя прям настоящие татарские цели. Кого ты знаешь известных татар? Ой, да вот в сердце Саида Мухамедзянова. Прям, мне кажется, она знаменита и прекрасна. Что тебе здесь нравится в штабе? Ну, это татарский дух, тут очень много татар, конечно же. Вот, и это очень приятно для меня. Быть в окружении татар. Ты себе здесь нашла новых друзей? Да, конечно. Всем известно, что штаб татар – это большая семья. Ты готова быть членом этой семьи? Да, конечно. Но я уже есть, я член семьи. Что ты пожелаешь штабу? Процветание, конечно же, чтобы приходило больше новых людей, чтобы больше узнавали о нем. А ты как узнала? Родственники подсказали в Москве. Желаю штаба татар, второй штаб татар, чтобы было больше, чтобы все умещались. Помещения больше? Да. Может, второе дополнительное. Что пожелаешь штабу татар?
процветания, дальнейшего развития, чтобы приходило больше людей, узнавало об этом больше людей и расширение в медиапространстве. Garmunnar varmemunda, tukta tukta nindi keivo.